что-то есть. Ух ты, налим, походу. Что-то охрененно тяжелое. Да, это похоже на налима. Это похоже, друзья, на налима. Вот он. Где-то вот он, здоровенный, бляха. Так, вот он. Ух ты. Раз, два, три. Ну чё, будем давать всем по шансу. Раз. Два. Три. Почти. Всем доброго утра. 22 мая, и у нас на севере продолжается лето. Летняя прекрасная погода. Только-только начал дуть небольшой ветерок, а так с утра был полный штиль, вообще благодать. Слышно только пение птиц. И вот такое вот преображение. Все начало зеленеть прямо на глазах. Вот наша черемуха, которая уже вот-вот должна зацвести. Но, как говорят, черемуха цветет к похолоданию. Скорее всего, так оно и будет. Наши тюльпанчики повернулись лицом к солнцу. Вот желтенькие скоро раскроются, вот эти желтенькие. И, как мы видим, вот красный цвет появился. Губки еще сжаты, но скоро будет здесь красота. Так, ну а по сельскому хозяйству у нас пока так ничего и не делается. Даже на рыбалку вот еду, время сейчас уже 9 часов, 10 час. И только что я позавтракав еду на рыбалку. Почему не так рано? Да потому что ложимся поздно. Монтаж ролика, загрузка. Поставил на загрузку, лег, в общем, вчера только в 3 часу утра. Ну, поспать оно тоже надо, потому что человек без сна жить не может. Ну, вот так вот. Это короткое отступление. Ну, а теперь все. Берем ведро, наши 20-литровые, и едем на продолку, говорю, на проверку наших продольников. Погнали. Ну вот мы и на реке нашей матушки, реки Печора. Что мы видим по воде? Вода с вчерашнего вечера немного прибыла. Вон я оставлял веточку. Получается по высоте сантиметра 4-5, не больше. Переставляем веточку. Вот так вот. И будем наблюдать за уровнем. 5 сантиметров это не полметра, это не критично. Пока продольники оставляем. Но я в то же время вижу, где-то проплывали коряги. Возможно, несколько продольников может унести. Вот там вроде бы даже повисло на продольнике у нас бревно какое-то. Ну ладно, сейчас все увидим. Поехали. Поехали глянем. Наши продольнички проверим. И, конечно же, в надежде на налима. Погнали. Так, сегодня тепло. По идее, мотор должен завестись так. Ну да, в теплую погоду он заводится даже без подсоса, с полпинка. Это хорошо. Все. Напор воды с крыльчатки пошел полным ходом. Поехали.
Вот такая погода мне нравится. Красота. А ветер нет. Ну что, посмотрим, что у нас там за корягу поймали наши бутылочки. Ну как-то вот так. Как-то вот так. Как-то вот так. Все готово. Вон эта коряга вот прибила к кустам. Это просто повезло. Она где-то проплыла, видать. Вон везде сейчас вода прет, везде плывут коряги, деревья. И нормальные люди в это время обычно поднимают продольники, чтобы их не унесло. Но кто не рискует, тот не кушает налима. Так, ну. Опа, блин, не дошел. Не дотянулся. Немножечко не дотянулся. А сколько запаса у нас? Полметра осталось. Приготовим сачок. Так, или мне показалось, или что-то дернуло на веревке. Если леска так, значит что-то есть. Леска не так. Ну что-то есть. Ух ты, налим, походу. Что-то охрененно тяжелое. Да, это похоже на налима. Это похоже, друзья, на налима. Вот он. Где-то вот он, здоровенный, бляха. Раз. Налим. Инскада. Сразу же на первом продольнике, красавец. Вот так я же только что говорил. Кто не рискует, тот не кушает налима. Это у нас опять... Так, дальше там тишина. Это у нас опять трешечка, как минимум. Как минимум трешечка. Сейчас посмотрим, как ты зацепился. Кто говорил, что крупного налима нет на Печоре, а? Вот он. Печорский налим. Тихо. Не бойся, крошка, мы не сделаем больно. Почему-то, если зимой они заглатывают крючок, как обычно, до желудка, то есть на весенние продольники он попадает за губу. Если крючок нормальный, но этот нормальный крючок, он выдерживает он. Если же крючок ржавый, как было у меня при первом случае, то он обычно ломается. Все. Зацепили вот такой вот крючочек. Он не крупный, но крепкий. Все. Все хорошо. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо.
все хорошо. Янцкадан. Вот так вот. Вот такой вот красавелла. На первом же продольнике сразу такая красота. Янцкадан. Так, натяжечка вроде бы как есть. Ага, есть натяжка. Язёк где-то слышен. Вот он, вот он. Вот он, вот он. Раз. И там еще что-то есть. Опа. Бляха-муха. Да что ты ляжешь будешь делать? Собака серая, там второй есть. Блин, как все не из-под руки. Бляха, еще и запуталась. Что-то там еще остался. Сидит пока. Пока сидит. Раз. И там еще походу. Ага, третий. Третий тоже хороший. Ладно, третьему даем шанс. И четвертому даем шанс, которыми они не использовали. Не воспользовались. Тихо, успокойтесь. Вот таких вот 4 красавца язя. Зацепились хорошо, все дождались нормально. Раз, два, 3 и 4. Ну вот. 2 продольника, а улов уже радует глаз. Янцкадан. Ага, вижу, дергает. Опа. Бутылочка дергала. Скорее всего, опять запутала об основную веревку. Или что-то крупненькое. Бутылочка просто как поплавок. Тюк-тюк-тюк дергала. Вот она. Вот он здесь рядом. Только не говори. Ой. Опа. Вот так вот. Не говори, что не любишь меня. Не говори. Не говори. Ёшкин кот. Так, там еще что-то есть. Фух. Ага, вижу. Вижу, что ты буйный. Вижу, что ты вредный. Вижу, что ты хочешь уйти. Но не ушел. Давай я тебя... Где-то. Вот так вот.
Енскаден. Так, ну ладно, вроде Налим успокоился. Его надо повернуть. Вот так вот. Кверху спиной. Потому что он мне нужен живым. Чтобы язы на него не давили. Есть более живучий, чем Налим. Так я его в барабан сейчас закину, и он до завтрашнего дня у нас поживет. Завтра его привезу домой живехеньким, если получится. Что-то есть небольшой язёк. Язёчек. Язёчек, дружочек. Дойдешь, не дойдешь. Слабо зацеплен. Попробуем. Спокойный. Меланхолик. Само спокойствие. Вот таким вот надо быть людям. Спокойными, и все будет хорошо. Продолжаем проверочку. Так. Что-то есть. Язёк. Язёчек. Язёчек, дружочек. Язёчек, дружок. Раз. Так, там еще натяжка есть. Ты пока здесь побудь. Раз. О, там еще третий есть. Ты пока здесь побудь. Третий, наверное, уйдет буйный больно. Не ушел. Так. Все три на месте. 3 язычка, 3 дружочка. Раз. Вот этот классно зацепился. 2. И где-то тут у меня третий дружочек был. Вот такой вот. Друг, товарищ. 3. Вот. Какой ты прыткий. На. На. Ну вот, Енскаден. Отличный результат на продольнике. Пурум-пупум. Кто ходит в гости по утрам, тут поступает мудро. О, лебеди.
Стая лебедей поднялась. Ух ты! За кустами там, не знаю, видно, не видно. Штук, наверное, 20-30. Вон они, выше кустов летят. Красота. Штук не 30, штук 20 точно есть. Вот они. Вон они поднялись на горизонте, вот где верхушки елок, вот там вот. Вон они полосой летят. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 штук. На реке отдыхали, отдохнули, сплавились и дальше на север прямиком. Что-то они припозднились, обычно лебеди летят в первую очередь первыми, а это что-то уже практически конец мая. Бляха, сука, чуть-чуть не дотянулся. Чуть-чуть не дотянулся, чуть-чуть не дотянулся, чуть-чуть не дотянулся, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Опачки. Вот именно так. Что-то у нас... Где там в конце продольника? Ага, вот он катер. Катер-кораблик. А буйный-то какой. Буйный какой. Молодой, строптивый. Что, дадим тебе шанс? Давай. Раз ты такой буйный. Шанс-то мы тебе дали, но ты им не воспользовался. Засранец, блин. Все засрал, блин. Ну вот, не пустые, то хорошо. Красота. Где-то там вдалеке тучка. Но я так думаю, мы успеем проверить. Так. А здесь мы видим, что бутылочка играет как поплавок. Значит, здесь что-то есть. Есть кто-то тот, кто дергает за эту веревочку. Ага, леска в стороне, леска запутана. Вот он, кто дергает. Буйный. Может не дойти. Раз. И все. Одинешенек. Один господин. Полезай в кузовок. Там тебя ждут твои друзья. Други не успели. Ну вот. Еще один. Еще плюс один язёк. Так что не зря. Все это мы делали ночью, наживляли. Все-таки принесло плоды. А если бы мы вечером не проверили, крючки были бы пустые.
та рыба, которая попалась вечером, посрывалась бы. Ну и поймали бы мы в лучшем случае пяток язей. И все. В общем, если хочешь поймать рыбу, надо проверять. Поставить продольники и чаще проверять. И без рыбы точно не останешься. 3-4 раза в день. И красота. Если время есть, можно вообще проверить, попить чайковского, подняться наверх и повторно проверить. Уверен, рыба уже будет. Но у нас, к сожалению, столько времени нет. Смотрим дальше. Текс. Натяжка есть. Самолет летит. Опа, буйный. Ох, какой ты буйный. Но, тыло. Уйдет. Слабо зацеплен. Уйдет. Не ушел. И здесь один, но наш. Ушел. В сачке уже можно уходить. Потому что я заметил, он еле-еле за шкурку губы держался. Еле-еле душа в теле. Крючок какой хреновенький, ржавенький. Надо его поменять. Если вы заметили, вон пачка крючков всегда со мной рядом. Обрывается где-то в кусты зацеп или еще что-нибудь. Или так попадется под руку тупой или ржавый крючок, который нужно поменять. Каждый день я потихонечку их меняю. Вот это, в принципе, тоже надо менять. Они туповатые крючки, но есть крючки, которые похуже. Поменять все за раз — это целый день провести на реке. А поменять 2-3 крючка за каждую проверку — это нормально. Вот так вот. Один крючок, один червячок, один язь. Или налим. О, клюет. Клюет. Кто-то клюет. Кто-то есть. Вот это поплавочек. Два поплавка на 2,5 литра. Так. Кто же там клевал у нас? Ага, вот. Так, язёк. Язёк клевал, язёк. Ух ты, бляха. Ух ты, уйдет. Не ушел. Но это уже 100% железно был мой премудрый хитрый язь, который 3 раза в солнечную погоду, когда еще вода чистая, они видят подсак и пытаются уйти. Им это иногда удается, но не на этот раз. Все. Ну, по одному язю тоже неплохо. Главное, не пусто.
Вот, ух ты. Раз, два, три. Ну чё, будем давать всем по шансу. Раз. Два. Три. Почти попало. Почти удалось. Раз. Два. Три. И еще там четвертый идет в конце. Ха-ха, красота. Так, ну что? А тебе мы шансы давать не будем. Четвертый. 4 язя на продольнике. Отличный результат. Этот так и так был бы мой. Он заглотил. Они обычно не глотают, но даже... Но в то же время у них там все рыхлое внутри. И очень легко срываются. 4 язя. И у нас уже ведерочка больше половины. Янскадан. Не зря мы все-таки ночью свеженьких живцов насадили. Ну вот и последний продольник. Крайний. Подъехал со стороны острова, потому что дальше туда, несмотря на подъем воды, места уже нет кидать. Ясь попадется, запутает в кусты и все. Так что будем надеяться, что резкого скачка воды не будет все-таки. А так сантиметров 30-40 еще терпимо. Ну что, последний продольник. Что сегодня нам дашь? Натяжка есть. Раз язёк. Два язёк. 3 язёк. И 4 язёк. Все 4 на месте. Все 4 язя на месте. Янскадан. Молодец, последний продольник. Всегда кормит. Раз. Два. И уже все посрывались. 3. 4. Так, ну что, все. Проверка продольников завершена утренняя. И вот улов вы сами видите. 1 налим и ведро язей. Это ведро 20-очка. Значит, 12 литров ведро как раз будет полное. Янскадан. Так, ну что, друзья, я считаю, отличная проверка, отличный улов. Все прекрасно. У меня настроение на высоте. Не зря ночью вчера наживляли в темноте под фонариком. Сегодняшний улов, как вы сами видите, обрадовал. Продолжаем рыбалку на продольнике. Пока есть вода, пока идет рыба, надо сделать заготовочки. Так что просьба не писать в комментариях: вот куда вам столько рыбы и все такое. Вы всю зиму писали, что рыбы на реке Печора нет. Теперь вы видите, что она есть. И теперь я знаю, что будете писать гадости, что я просто много ее вылавливаю. Во-первых, язя этого здесь на реке километр. Налима тоже хватает. Это во-первых. Во-вторых, весна, пора заготовок. Язя мы засаливаем для будущего копчения. Едим соленым, делаем консервы, ребрышки для жарки, фарш для котлет. Очень много рецептов с язя. Так что язя, несмотря на ваши гнилые комментарии, мы будем ловить. А те, которые пишут добрые комментарии, которые поддерживают
меня, мою рыбалку, мой канал. Всем огромное спасибо. И вот этим друзьям я пожимаю руку, обнимаю и говорю: до новых встреч на канале Коми Рыбак. Она будет уже скоро. Вечерняя проверка не за горами. Всем пока.